Письма на немецкой открытке или на этикетке от консервной банки. Такие оригинальные послания с фронта писал Пантелеймон Бобин, уроженец Уссысольска, своей дочери Розочке. Отец 5 детей, сражаясь с фашистами под Сталинградом, где шли ожесточенные бои, переживал, во что они одеты, что они едят. Отправлял деньги жене с наказом купить теплую одежду для ребятишек. Учись, милый, еще лучше и крепче работай. Время сейчас трудное. Я здесь тоже со всей силой сейчас буду громить врагов и постараюсь их разгромить окончательно. Это правнучка Пантелеймона Бобина, София Сивкова. Историю своего прадеда, техника-интенданта 2-го ранга, который погиб в 1943 году, сыктывкарская школьница изучала по фронтовым письмам. Это одна из видеоработ культурно-просветительского проекта «Дети рассказывают о войне». Исследовательскую работу ученики школ гимназии провели после встреч с поисковиками отряда «Северная звезда». Бойцам, которые за 17 лет подняли и перезахоронили останки свыше 1000 солдат, установили более 60 имен, удалось погрузить ребят в атмосферу военных лет. Основная нить, понимание того, какой она страшной была, эта война, и что люди шли на нее не просто, с одной стороны, по приказу, а с другой стороны, просто из чувства патриотизма и из чувства любви к своей родине. Несмотря на это, они сохранили какую-то человечность, не были ожесточены. Именно это нам и хотелось донести, рассказать об этом ребятам. На этих витринах те самые находки поисковиков, которые они привезли с вахты памяти. Каска, пробитая пулей, фрагменты оружия, фляжки, медальоны и, пожалуй, самое ценное – домино, фарфоровая кружка, ключи от квартиры. Эти мирные вещи говорят о том, что солдаты всегда были мыслями с семьей. Гость выставки Иван Свистельник, глядя на экспозицию, вспоминает своего отца, который так и не увидел своего младшего сына. Солдат из Коми погиб во время форсирования Днепра. Через месяц, как родился маленький Ваня. Мы съездили в те места и были поражены, что нашли не просто могилу, а нашли и фамилию, потому что белорусы, вы знаете, по-особому относятся к этим событиям, а это уже были наступающие операции, поэтому и погибшие остались, так сказать, уже можно было захоронить и сохранить, кто есть кто. Выставка разделена на несколько блоков, и в каждой свои истории. Здесь, например, война только началась, люди провожают отцов, сыновей и братьев на войну. А в этом блоке посылки и что отправляли на фронт. Здесь же образцы учебного оружия. В школах начались уроки военного дела. Целый подраздел рассказывает о генералах, выходцев из Коми. Дмитрий Дубровский, например, участвовал в штурме Берлина. Лично присутствовал при подписании о капитуляции Германии. Также целый блок у нас посвящен оленно-лыжно-транспортным батальонам. С территории Ижмы ушло на фронт свыше 4000 оленей, которые на Карельском фронте оказали большую помощь нашим войскам. Незаменимый транспорт, их еще иногда называли северные танки. Также на Карельском фронте сражались наши партизаны. Похоронки, письма благодарности, пропуск Николая Митюшева на парад Победы 24 мая 1945 года, который лично командовал реактивными гвардейскими установками «Катюша». Здесь каждый экспонат уникален по-своему. И главное, они показывают войну и победу через истории человеческих судеб, через память, которая хранится в семьях. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.